Эта история полна боли и слез, надежд и разочарований, веры и бессилия. Но прежде всего, это история о неиссякаемой и преданной любви к своей родине. История о том, как в одночасье можно потерять все и обрести многое. Как можно остаться без самых близких и найти поддержку и понимание, казалось бы, у чужих людей, которые в будущем, волею судьбы, станут самыми родными. Катиева Фирдоус Османовна. Ей было 11 лет, когда в 1944 году вместе с семьей она покинула родину. Недобровольно. За что? Еще не понимала. Что будет? Еще не знала. Маленькая девочка была в полной растерянности, и только мама всячески успокаивала, подбирая слова поддержки. Несколько месяцев пути подкосило многих. Дети, старики, женщины умирали в пути от холода и нестерпимого чувства голода. Некоторые просто не выдержали подобного психологического удара. Что такое детство, Фирдоус так и не узнает. Вся ее жизнь превратится в череду потерь и потрясений. Первой из жизни уйдет мать. Очень скоро не станет сестры. Оставшихся сестер и единственного брата раскинут по другим вагонам, и Фирдоус потеряет их на многие годы. Тела погибших девочка довезет до конечной остановки. Никого. Только она и бесконечные снежные степи. Казалось бы, нет здесь места чуду, и дни маленькой Фирдоус сочтены. Но так было угодно Богу, чтобы она выдержала все эти испытания. В момент отчаяния она просто шла, куда глаза глядят. Через несколько часов скитаний девочка доберется до железной дороги. Силы на исходе. Фирдоус присядет у рельсов и тихо заплачет. Обессиленная, она так и продолжит сидеть, пока на ее пути не встретится та, которая изменит ее жизнь раз и навсегда. Малика – одна из многих казахских женщин, которая просто не смогла равнодушно наблюдать, как маленькие дети умирают от голода, как взрослые из последних сил пытаются выжить, чтобы помочь жить тем, кто только появился на свет. Она взяла Фирдоус на воспитание, стала для нее мамой, научила уму и разуму, отдала все свое тепло и любовь, вырастила девочку в ингушских традициях и научила обращаться к Богу как к единственному Творцу. Вскоре Фирдоус окрепнет и станет для Малики настоящей опорой. Она пойдет на поля и наравне со взрослыми будет работать за несколько зерен пшеницы. В суровую зиму Фирдоус оберегала женщину, ставшую для нее второй матерью, от смертельных морозов, и сама шла собирать ветки, чтобы растопить печь. Так пройдут годы. Вскоре вернется с фронта единственный сын Малики – Кали. Он работал в лагерях республики Коми, где ингушские женщины трудились в нечеловеческих условиях. Кали всегда восхищался ими, ему нравились их манеры, умение почитать старших и стремление помогать другим в трудную минуту. Именно за него Малика решит выдать Фирдоус. Женщина просто не сможет доверить ее никому, кроме как своему родному сыну. Нашла ее наша будущая бабушка, папкина мать. Она ее забрала к себе. Не знала ни русского, ни казахского языка, не понимала, что они ей говорят. И вот она потихоньку уже начала привыкать, собирала колоски. 6 они придут, она помогала им, женщинам. В 16 лет она уже самостоятельно уже начала работать, вникать в язык. Но все равно она рассказывала, как это было тяжело, без родных, близких. Пока не нашла тетю Салихат, бабушку нашу, мы ее бабушкой звали, она считала ее своей матерью, тетя Лайлу, тетя Маржан. Дибихан
старшая дочь в семье Фирдоус и Кали. Она помнит все. Мамины глаза, этот уставший взгляд и теплые руки, запах ее волос и добрый нежный голос. Дебихан уверена, что мама умерла от разлуки с родиной. Когда, будучи женой и матерью, она нашла своих близких, казалось, что Фирдоус вновь начала улыбаться. Ее глаза засияли особенным светом. Она верила, что именно сейчас начинается та самая счастливая жизнь, о которой она так мечтала. Но вскоре, после снятия сталинского режима, близкие родственники Фирдоус, как и большинство ингушей, начинают готовиться к возвращению на историческую родину. Ей же предложить этого они просто не могли. Она так и не побывала на родине. Мамка в 67-м году умерла в августе, а в 68-м году меня бабушка приехала и забрала. Магомед не хотел уезжать, все равно не мог он оставить ее, как бы жалко ее было. Но все равно вот пришлось же ему ехать. И она ночами плачет, всю ночь стонет, как услышала, что уезжает. А ей куда деваться? А потом, когда мы пошли провожать, она бежала за этим вагоном, кричала. Я до сих пор ее помню, бежащей. Вот не могу я. Мне казалось, отрывается она. Прямо такой разрыв у нее в душе. Мы за нее вцепились. Мама, не плачь. Но не понимали, что она... Какая у нее боль была, тоска. Всегда она воспитывала нас. Правильно жить, как жить. Хоть и я уже без слез не могу так это. Ну, считайте, что мне уже 61 исполнилось. Сколько ее нет уже. Но мы всех помним, ее родственников. Все почитаем. И отца нашего нет уже 20 с лишним лет. Как он ее любил, как он страдал после этого. Ну, конечно. Но я думаю, все это сильно повлияло, ихний отъезд нашей матери, покосило ее. Фирдоус понимала, что не сможет уехать, оставив детей и мужа, но тоска по родине не отпускала. Она находила утешение в семье. Дебихан, Мурат, Агайша, Саят, Калимаш, скоро на свет появится сын Сагадат. Женщина пыталась раствориться в заботе о близких, но воспоминания о родной земле всегда побеждали. И тогда она подходила к окну, закрывала глаза и тихо плакала. Лишь бы не заметили дети, лишь бы они не расстроились. Фирдоус была не из тех, кто привык плакаться другим. Всю боль, тоску и любовь к земле отцов она выражала через музыку и песни. Старшая дочь помнит все – мелодии, слова песен и то, с какой глубокой тоской их исполняла мама. Мечах юхо росумиезер безама юхах кэгду зезек кажереш хаю кайлина чога сухумиезер шылаю кажереш хаю кайлина чога сухумиезер шылаю. Фирдоус Катиева ушла из жизни в 36 лет, велев своим детям всегда держаться вместе в горе и радости. Так и живет ее большая дружная семья, дом, полная чаша. Будь жива Фирдоус, она наверняка гордилась бы ими, их снохами, своими внуками и правнуками. Радовалась бы их желанию чаще встречаться, сидеть вот за таким большим столом, стремлением помнить только о хорошем. Это обычная встреча, ее не планировали к съемкам нашего фильма, просто в этой семье так принято. Собираться в конце недели у одного из братьев или сестер. И каждый раз вместо тамады отводят ему, маминому другу детства, дяде Бариту. Держал смолу. Я помню Фирдоус как сегодня. Это был удивительный человек, добрая, мягкая. Она никогда не жаловалась на жизнь. Но эти глаза, по ним было видно, какая глубокая тоска засела в ее душе.
У нас не было детства, мы выросли на полях, помогая старшим заработать на кусок хлеба. И знаете, мы никогда не делили себя на ингушей, казахов или немцев. Мы просто любили все друг друга и старались держаться вместе. Еще один почетный гость, который сегодня не доехал до семьи Аразалиных, близкая подруга Фирдоус, Батима. Годы берут свое, и бабушка Батима все реже ходит по гостям. Здоровье не то. Удивительно. Фирдоус умерла полвека назад, но до сих пор эта мудрая и сильная женщина не может без слез говорить об этой преданной дружбе. Боль от разлуки с близким человеком она так и не смогла победить. Она любила меня как родную сестру. Мы вместе выросли. Я помню, как мы делили на всех детей один чурек. Как впятером я, она и мои сестры спали на топчане. Она вышла замуж за моего дядю. Бабушка Малика сказала ему: если хочешь быть счастливым, если мечтаешь, чтобы твоя жизнь сложилась, женись на Фирдоус. А он, очарованный ее красотой, даже думать не стал. Тут же женился. Помню, как моя мама пела ей песни: «Не найти такой снохи, как ты, Фирдоус, и я всегда буду держать тебя в своем сердце». Меня она любила безумно. После замужества называла меня Ейк. Так было принято у ингушей. До последнего дня буду помнить о ней. Память о ней всегда будет жива в моем сердце. Люди, любите друг друга, не делите себя на национальности и веру. Будьте добры, будьте отзывчивы. Именно это помогло нам выжить в те страшные годы. Фирдоус, родная, я буду всегда любить тебя. Дети Фирдоус не потеряли связь с родными. Они приезжают в Ингушетию не так часто, как хотелось бы, но все же и эти редкие визиты привносят в их жизнь много ярких красок и эмоций. Каждый из них поначалу рассказывает о материнской земле с такой особой радостью, с таким восторгом. Но вдруг они опускают глаза и начинают вспоминать маму, для которой мечта попасть на родину так и не сбылась. Не теряла надежды, что вот все будет хорошо, все будет нормально, и она поедет. Саята, говорит, возьму и поеду на Кавказ. А вы уже повзрослели, по дому будете вы с Муратом. За младшими посмотрите, по хозяйству вы останетесь. Я съезжу, посмотрю. Вот эта тоска у нее постоянная была. Я сейчас, вот я же говорю, я вот как вот расту, уже бабушка, я все время вот чувствую ее тоску. Вот почему-то. По-моему, она всегда одной мечтой только попасть туда. А это самый младший сын Фирдоус, Сагадат, любимец братьев и сестер. Ему было 3 года, когда мамы не стало. О том, что за человек был Фирдоус, он знает только по рассказам старших. Сагадат безумно гордится своей матерью. В памяти о ней он, не спросив даже отца, в своем паспорте написал: национальность ингуш. Отец говорил, что вообще, говорит, если что, говорит, даже, мол, фамилию надо было поменять. Матери фамилия, Котеева. А что, уже, говорит, паспорт выписал, а это, мол, ладно, говорит, что теперь, это, за это будешь менять? И кто сказал, что время лечит раны, что, будучи чьими-то матерями и отцами, бабушками и дедушками, взрослые перестают нуждаться в ласке и тепле своих родителей, что они забывают запах маминого хлеба и добрые глаза отца. Время не лечит. Время всего лишь отвлекает, преподнося нам новые трудности и радости, потери и очередные встречи. Время просто идет своим ходом. Просто кому-то оно отведено чуть больше, а для кого-то останавливается в рассвете жизненных сил. Так ушла Фирдоус, молодой, красивой, полной надежды на то, что когда-нибудь приедет на родину и вдохнет воздух родных краев, пройдется по родной улице, дойдет до боли знакомой калитки и скажет: «Я дома». Тетя Ляле, очень большой привет, мы ее любим. Дяде Магомеду, семье его. Здоровье самое главное, только долголетие. Общались, чтобы вот так вот не терялись.
Я передаю ингушскому народу большой, огромный, от всего сердца привет. Желаю, чтобы была у вас мирная жизнь, безоблачная, счастливая. И самое главное, чтобы наши дети не плакали. Родина наших матерей и отцов – это, как бы говорится, наша родина. Я хоть и в Казахстане живу, и здесь родилась, а мама моя ингушка. Я горжусь своей матерью. Я люблю вас всех. Большой-большой привет.